Якутянин нашел и обменял поддельные доллары в Якутске. По информации прокуратуры региона, в июле 44-летний мужчина возле одного из торговых центров города нашел 3 фальшивые банкноты номиналом по $100 каждая. Он попросил свою знакомую обменять одну купюру на российские рубли в отделении банка. После удачного обмена на следующий день мужчина также отправил свою знакомую в банк для обмена еще одной купюры. Однако сотрудник банка распознал подделку и изъял. Злоумышленника задержали, а третью банкноту конфисковали. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Более 300 жителей Якутии незаконно получали пособия для безработных. Об этом сообщает прокуратура республики. Свыше 300 якутян незаконно стоят на учете в статусе безработных и получают пособия. Это было установлено после проверки Центра занятости населения Якутии, проведенной прокуратурой. Ущерб, нанесенный федеральному бюджету, составил около 20 миллионов рублей. Сообщается, что в целях обеспечения законности прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе внесены представления. По фактам мошенничества при получении пособий материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Мошенничество при получении пособий». Также подготовили иски в суд о взыскании с лиц, получивших пособие обманным путем причиненного ущерба. Полицейские установили подозреваемого в грабеже. Неизвестный украл телефон у жителя Якутска. Грабителем оказался ранее судимый за мошенничество 25-летний мужчина. Установлено, что потерпевший проживает в секционном общежитии. К нему в комнату постучался неизвестный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, и попросил воспользоваться его телефоном, потому что ему нужно заказать такси. Заявитель передал ему смартфон, а злоумышленник, отойдя в сторону, сделал вид, что разговаривает, и сбежал. Потерпевший бросился за ним вдогонку, но не смог догнать. По словам злоумышленника, похищенный телефон он продал. В его отношении возбуждено уголовное дело. В Якутске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Подозреваемой оказалась знакомая потерпевшей, безработная 24-летняя уроженка Хангаласского района. Установлено, что они вместе выпивали. Потерпевшая ждала важное сообщение, но у нее сломался телефон. Поэтому она попросила знакомую воспользоваться ее смартфоном, в который она вставила свою сим-карту. После застолья подозреваемая ушла с чужой сим-картой. Обнаружив это, она не стала пытаться вернуть ее, а решила воспользоваться услугой мобильный банк, которая была подключена к номеру для оплаты своих покупок. Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По сообщению Следственного комитета, житель Сунтарского района осужден к лишению свободы. Установлено, что в июле прошлого года в одном из общеобразовательных учреждений охранник выпивал со своим родным братом и ранее знакомыми гостями. Во время застолья один из гостей спровоцировал с братом охранника конфликт и избил его. Позже подсудимый выследил убежавшего потерпевшего, пришел к нему домой, где продолжил избиение. После полученных ран потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, а затем санитарным рейсом доставлен в Якутск, где скончался в сентябре. Обвиняемый был задержан и заключен под домашний арест. В ходе предварительного расследования он вину в совершенном преступлении не признал, перекладывая вину на своего знакомого. С учетом собранных органом следствия доказательств, приговором суда он признан виновным. И ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом следователям приняты меры по устранению обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. В результате рассмотрения внесенного следователя представлением 2 работника школы, исполняющие обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной части, и сторож за ненадлежащее выполнение трудовой деятельности, выразившиеся в допуске на рабочее место посторонних лиц и распитие спиртных напитков, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров. Жительница города Ленска обвиняется в применении насилия по отношению к сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает региональный следком. По данным следствия, ночью 14 ноября инспекторы ДПС остановили машину. Водитель имел внешние признаки алкогольного опьянения, и инспектор попросил мужчину пройти в салон патрульного автомобиля для составления административного материала. При составлении протокола он проявил агрессию. На требование прекратить противоправные действия он не реагировал, в связи с чем к нему была применена физическая сила. В это время сожительница задержанного, 26-летняя жительница Ленска, в состоянии алкогольного опьянения набросилась на инспектора ДПС. Она схватила сотрудника полиции за форму, повредив рукав и оторвав погон. Женщину задержали и позже доставили к следователю. В ходе следствия она признала вину. Материалы уголовного дела направлены в суд. Согласно санкции данной статьи, женщине грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что это не первый криминальный эпизод в биографии обвиняемой. В 2017 и в 2019 годах она уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье и приговаривалась судом к денежному штрафу.
Окружной суд Токио во вторник приговорил к смертной казни мужчину, признанного виновным в убийстве 9 человек в 2017 году. 30-летнего Такахиро Сираиси журналисты прозвали «твиттер-киллером», поскольку своих будущих жертв он находил через социальные сети. По данным следствия, обвиняемый связывался в интернете с женщинами, которые делились суицидальными мыслями, и обещал помочь им покончить с собой. Затем он приглашал жертв к себе домой, накачивал алкоголем и наркотиками, насиловал и убивал. За 3 месяца Сираиси задушил и расчленил 8 женщин и девушек в возрасте от 15 до 26 лет, а также 20-летнего друга одной из пропавших, который пытался ее разыскать. Позже полиция нашла в его квартире переносные холодильники с человеческими головами и около 240 костей. В суде адвокаты обвиняемого говорили, что его жертвы сами согласились на убийство, однако и прокуроры, и сам Сираиси утверждали, что это не так. Также защита пыталась доказать, что подсудимый был невменяем, но экспертиза никаких отклонений у него не нашла. В результате суд пришел к выводу, что все преступления были хорошо спланированы, а образ действий обвиняемого делает их одними из самых злонамеренных убийств в истории. Сираиси заявил, что не будет оспаривать приговор, но раскаяния не проявил. Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение, причем об этом обычно становится известно уже после приведения приговора в исполнение.